Чеченцы любят всем рассказывать, что они самые воинственные, самые сырные, то есть сильные, и якобы единственные, кто вообще воевал на Кавказе. Пришел конец чеченским сказкам. Люди уже стали изучать историю, и в этот раз мы покажем, кто помогал русским, когда они появились на Кавказе. В 1562 году завоевательный поход против ингушей, живущих на равнине, предпринял кабардинский князь Темрюк Идарович. Ему на помощь прибыли отряды ногайских мурс. Русский царь Иван IV Грозный, женатый на дочери Темрюка Марии, прислал ему на помощь 1000 казаков под командованием Григория Плещеева. В результате этого объединенного кабардино-ногайско-казацкого похода на равнине было разгромлено, судя по русским летописям, 164 населенных пункта. Ингуши вновь ушли в горы. На их бывшей территории расселились кабардинцы. Этот эпизод также упоминается в древней песне-легенде «Махкинан». Теперь сравним это с тем, что писал известный писатель Лев Толстой. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев, но удержали и там во все прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на терек, вызывал из гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сию сторону реки. И далее Лев Толстой сообщает, что до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими. Получается, для ингушей Иван Грозный был угнетателем и врагом, который с помощью союзников уничтожил 164 ингушских поселения на равнине, а для чеченцев в преданиях он был другом, который раздавал им равнинные земли. Интересно, а чьи земли раздавались? Шахрудин Айдиевич Гапуров, доктор исторических наук, профессор, академик и президент Академии наук Чеченской Республики, передает следующее. Чеченцы могут поставить вопрос о том, что они вошли в состав России в 1588 году, ведь в том году первое чеченское посольство посетило Москву, и русский царь в 1589 году подписал грамоту о принятии чеченцев под покровительство России. К середине XVIII века значительная часть чеченцев, учитывая выгоды торгово-экономических связей с русскими поселенцами, обнаруживали относительную устойчивость в отношениях с Россией. В 1747 году российское подданство приняли жители крупнейших чеченских обществ – Чебутли, Шали, Герменчук и Алды. Видимо, Василий Александрович Пота не без оснований отмечал, что к середине XVIII века большая часть Чечни считалась в российском подданстве. Гапуров также отмечает, что Российско-Ингушское соглашение 1770 года – первый двусторонний официальный документ, в котором отражено начало присоединения Ингушетии к России. В реальных же российско-ингушских отношениях ничего не изменилось. В Ингушетии не было официальных российских представителей и ни одного российского административного органа. Как мы видели, чеченцы не только не воевали при появлении русских на Кавказе, они и сотрудничали с ними, и даже помогали русским в завоевании многих селений. Как и было отмечено в данном письме из Шубутского джамаата царю Алексею Михайловичу в 1657 году. Если чеченцы всегда воевали против Российской империи, то почему та же Россия чеченцам всегда дарит земли, а у ингушей отнимают? Советую чеченцам перестать выдавать желаемое за действительность. Воистину, ложь обречена на погибель.